Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Курбангулы Бердымухамедов поздравил с днем рождения главу Узбекистана Шавката Мирзиёева. Глава МИД Туркменистана провел встречу с руководством Пакистана. Грузию и Туркменистан связал новый грузовой авиарейс и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, утвердив состав межправительственной туркмено-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству с туркменской стороны. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Председатель Халк-Маслихаты поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив успехи Узбекистана в социально-экономическом развитии под его руководством. В ходе визита в Исламабад министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари. В ходе беседы был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла грузовое авиасообщение по маршруту Тбилиси-Мейлань-Туркменабад-Тбилиси. Этот шаг направлен на укрепление торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Грузией. Маршрут дополняет уже существующее грузовое авиасообщение, которое с октября 2023 года осуществляет другая грузинская авиакомпания GeoSky Georgian International Airlines. Их рейсы выполняются по маршруту Тбилиси, Джинджоу, Туркменабад, Сарагоса, Тбилиси. 10-12 октября в Ашхабаде состоится международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства». Мероприятие приурочено ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. В выставке примут участие представители медицинской отрасли из разных стран, производители фармацевтических препаратов и медоборудования, а также компании, предоставляющие медицинские услуги. Telegram продолжает уверенно наращивать свою аудиторию. Количество активных пользователей мессенджеров в месяц достигло 950 миллионов. С весны 2024 года число пользователей увеличилось уже на 50 миллионов. Запущенный в 2013 году, Telegram в 2022 впервые обогнал WhatsApp по объему пользовательского трафика. Стремительный рост Telegram подтверждает его статус одного из ведущих мессенджеров в мире, успешно конкурирующего с другими популярными платформами для обмена сообщениями. Компания Mattel, создатель знаменитой куклы Барби, продолжает расширять границы инклюзивности в мире игрушек. Недавно она представила две новые модели. Первую в истории бренда незрячую Барби и темнокожую Барби с синдромом Дауна. Незрячая Барби, разработанная в сотрудничестве с Американским фондом для слепых, держит в руках характерную бело-красную трость. Одежда куклы имеет тактильные элементы для удобства детей, а на упаковке присутствует шрифт Брайля. Инициатива Mattel получила поддержку Королевского национального института для слепых, который отметил важность таких кукол для самоидентификации детей с особенностями развития. Представители Туркменистана прибыли в Париж, где вскоре начнутся летние Олимпийские игры. В состав делегации вошли 19 человек, в том числе 6 спортсменов, которые выступят в 4 видах спорта – дзюдо, тяжелой атлетики, плавании и легкой атлетики. Церемония открытия игр назначена на 26 июля. На Олимпиаде в Париже будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Борец вольного стиля из Туркменистана Алпарслан Бегенджев завоевал золотую медаль чемпионата Азии среди спортсменов до 20 лет в Таиланде. Этого успеха туркменский борец добился в весовой категории до 79 килограммов. В финальной схватке Алпарслан взял верх над представителем Ирана Маджидом Херабадом. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.